Добрый день, уважаемые телезрители! Мы находимся в зоологическом музее при биолого-почвенном институте Национальной академии наук. В этом здании наш музей находится уже 11 лет. Ранее он находился на Центральной площади. Он является структурной единицей биолого-почвенного института, лабораторией, в общем-то, этого института. Он работает в нескольких направлениях. Мы занимаемся изучением животного мира нашей республики. Мы пополняем экспозицию музея и проводим образовательно-воспитательную работу. Музей занимает у нас 3 зала. Первый зал беспозвоночных животных, второй зал птиц и млекопитающих, где мы сейчас находимся. Кыргызстан отличается разнообразием ландшафтов, поэтому разнообразие птиц в нашей стране довольно велико. Их у нас насчитывается 389 видов. Большинство из них представлены в нашем музее. Вот, например, самый представительный из отрядов птиц – это отряд воробьинообразных. Он объединяет таких птиц, которых мы можем часто увидеть в городе. Это, конечно, воробьи, соловьи, жаворонки, скворцы, ласточки, стрижи. Некоторых из этих видов можно увидеть только в лесу. Например, иволга обитает высоко в кронах деревьев. Дятел – очень интересная птица, насекомоядная, хотя большинство птиц всеядные. Дятел приносит пользу большую деревьям, поскольку добывает насекомых из-под коры деревьев. Вот кукушка, известная своим гнездовым паразитизмом, подкладывает яйца в чужие гнезда и улетают, не дождавшись своих птенцов. Отряд совообразные. Самая крупная из сов – это филин. Все совы являются ночными хищниками. Их облик очень своеобразен. У них огромные глаза, они прекрасно видят в темноте, летают бесшумно, охотятся на грызунов и мелких птиц. Отряд курообразные. Сюда относятся такие птицы, как фазан, улар, кеклики, дрофа, тетерев. Все они являются объектами охотничьего промысла. Как известно, в нашей стране имеются даже фазани-заказники. А это водоплавающие птицы. Сюда относятся лебеди, их у нас 2 вида обитает на Иссык-Куле: лебедь-шипун и лебедь-кликун. Гуси сюда относятся, например, горный гусь, обитатель Сон-Куля, занесен в Красную книгу. Стал очень редким, поскольку откладывает яйца прямо на берегу водоема. И люди собирают их, снижая таким образом численность этого вида. Это уточки. Их разнообразие у нас в стране довольно велико. Более 20 видов у нас насчитывается. Интересны тем, что их клюв имеет цедильный аппарат. Питаются уточки илом и считаются очень прожорливыми. Это знаменитые дневные хищные птицы, с которыми охотятся наши беркучи. Это беркуты, соколы, средней величины птицы. К дневным хищным птицам относятся также более крупные орлан-белохвост. Своеобразная группа птиц, падальщиков. Сюда относятся грифы, бородач, стервятник, курганник, коршун. Питаются мертвыми животными. Видят они очень хорошо, обитают в скалах. Занесены в Красную книгу. Вот очень интересная птица, обыкновенный осаед. Он питается личинками ос. Конечно, птица достаточно редкая,
тоже занесена в Красную книгу. Снежный барс – это гордость нашего музея. Этот экспонат сделан очень давно, около 90 лет назад, так же, как и биогруппа «Охота снежного барса», сделанные первым таксидермистом этого музея Васильевым Николаем Яковлевичем. Снежный барс – это эндемик высоких снежных гор Центральной Азии, Тянь-Шаня и Памира. Это кошка средних размеров с очень длинным хвостом. Прыгает он очень высоко и далеко. Охотится в основном на крупных копытных животных, обитающих в той же экосистеме, в высоких снежных горах. Конечно, он занесен в Красную книгу. Имеются у нас случаи браконьерства. Наказание за добычу незаконную барса около 1,5 миллиона сомов. Вот, охота снежного барса. В нашем музее мы можем увидеть очень крупный экземпляр волка. Волки живут стаями, как известно, и волк является примером хорошего семьянина. В России, например, имеется музей волка. Волки также необходимы в природе, поскольку они регулируют численность других животных. Здесь мы видим некоторых обитателей наших лесов. Самое крупное млекопитающее в нашей фауне – это благородный олень. Занесен в Красную книгу, так же, как и медведь тоже. Косуль у нас в лесах достаточное количество обитает, так же, как и кабанов. Кабан – это дикая свинья, всеядное животное. Медведь также животное всеядное, но является хищником, тем не менее. На этом подиуме у нас представлены дикие копытные животные. Козерог и архар обитают в высоких снежных горах, являются пищевой базой дикого снежного барса. Джейран обитал у нас в Среднегорье и в Чуйской долине. В настоящее время полностью уничтожен охотниками. Архар, он занесен в Красную книгу, однако по лицензиям охота для иностранцев разрешена. Так, это дикая степная кошка. Раньше была очень многочисленна в Чуйской долине, но в настоящее время ее место обитания уничтожается, вся Чуйская долина распахана и застроена, поэтому уже редко можно встретить этот вид. Рысь – это обычный обитатель наших лесов. Занесена в Красную книгу тоже. Это более мелкие лесные хищники, они же пушные звери. Это куница, горностай, колонок, салангои. Численность их невелика. Это наши самые крупные представители грызунов – сурки и дикобраз. Дикобраз обитает у нас в Ферганской долине. Интересен тем, что в случае опасности выстреливает своими иглами. Ежик, обыкновенный еж. Это насекомоядное животное, то есть питается насекомыми, а не яблоками. Биогруппа суслики. Суслики 9 месяцев в году проводят в спячке. Весной они выходят из своих нор для размножения и пополнения запасов пищи. И через 3 месяца вновь залегают в спячку. Сейчас их можно увидеть в большом количестве в Прииссыкулье, например. Это снова звери наших лесов. Лисица обыкновенная, шакал, барсук и корсак.
Разнообразие рыб у нас достигает сейчас 70 видов. В этой витрине представлены довольно старые экспонаты. Некоторые виды, например, морской черт и морской кот, в нашей фауне не встречаются. Все остальные встречаются в наших водоемах. Это маринка, щука, осман, иссык-кульская форель и сом. Это биогруппа андатры. Андатра была акклиматизирована у нас в середине прошлого века, завезена. Она была сначала в Европу из Северной Америки, а потом к нам, как пушной зверек. Хорошо прижилась, сейчас ее численность достаточно велика. Живут они по берегам водоемов, где сооружают вот такие домики, хатки из глины и камыша, присмыкающиеся. Их у нас в республике насчитывается 11 видов. 2 из них ядовитые, это степная гадюка и обыкновенный щитомордник. Так, это группа ящериц. Самая крупная из них – это серый варан. Обитает у нас в Ферганской долине, является хищником. Укус его не ядовит, но самым главным врагом серого варана является человек. Вот такой экспонат у нас имеется. Тигровый питон у нас не обитает. Живет он в тропиках. Змея не ядовитая, но обладает очень мощными мышцами туловища. Жертву свою удушает в своих железных объятиях. Также восточный удавчик не ядовит, но, конечно, жертвами своими выбирает более мелких животных, чем тигровый питон. И вот, наконец, подарок нашему музею из Северной Америки – это миссисипский аллигатор. Там в Америке они обитают спокойно в прудах, питаются в основном рыбой, но также теми животными, которые приближаются к водоему. Черепах, например, они очень любят. Это подросток аллигатора. Взрослые раза в 2 длиннее будут. Так выглядит примерно крокодилова кожа, ради которой их иногда разводят даже специально. Это зал беспозвоночных животных. Насекомые – это самый многочисленный класс животного мира. Их насчитывается в мире около 15 миллионов видов. В нашей стране около 14 тысяч видов. Самые эффектные, самые известные, конечно, это чешуекрылые или бабочки. Известно, что в своем развитии они проходят сложный путь. Это яйцо, гусеница, куколка и взрослые насекомые. Гусеницы бабочек очень прожорливы, питаются определенными только видами растений. Например, репная белянка, капустная белянка – это известные вредители огородных культур. Другие виды бабочек питаются определенными видами диких растений. Взрослые насекомые или вообще не питаются, или питаются нектаром цветов. И живут они недолго. Очень интересная группа насекомых – это жуки. Их имеется в мире около 9 тысяч видов. Например, жуки навозные, вот такие, очень крупные и красивые. Жуки-хищники, которые питаются другими видами насекомых. Их используют иногда для регуляции численности этих насекомых. Жуки-листоеды, которые являются вредителями огородных культур. Вот такие жуки-усачи очень вредят растениям, поскольку откладывают яйца под корой деревьев. Стрекозы – это хищники, очень полезные и для человека, и для окружающей среды. Питаются они личинками комаров и мошек.
таким образом регулируют численность вредных насекомых. А вот представители прямокрылых, наоборот, являются вредителями. Саранча – это стадное насекомое, собираются они в огромные стаи, насчитывающие миллионы особей. Если не проводить борьбу с ними, то могут уничтожить весь урожай. На этом наша экскурсия сегодня по зоологическому музею заканчивается. Спасибо за внимание и до новых встреч!